You know, now we want to go deeper. Мы хотим пойти немножечко глубже теперь. You know, the word, I love the word because we always can go deeper. Мне нравится Божье Слово, потому что в него можно пойти всегда еще и еще глубже. We have to dig deep. И нам нужно копать глубже. Because one deep calls the other deep. Потому что бездна или глубина призывает другую глубину, бездна призывает бездну. Now we want to deal with the law. Итак, нам нужно разобраться с законом. You know, and also with the sin. И также с темой греха. In fact, there is only one sin. На самом деле, внимание, пожалуйста, есть только один грех. Let's say the main sin. Назовем его основной грех. It happens at the fall of man. Он произошел в период, когда Адам согрешил. Человек согрешил. Then sin happened. And Тогда пришел грех. out of that sin, the disconnection from God И из-за этого греха произошло разъединение с Богом, causes the human race to sin. что привело к тому, что человечество стало грехом или стало грешить. The point is, if we do sin, Итак, такой момент. Если мы грешим в Дусе, all the sins, let's say, the sins we do, если все те грехи, которые мы совершаем, we have a lot of sins we do, скажем, много грехов мы совершаем, and we always look on the sins, и мы всегда смотрим или обращаем внимание на грех. and we say in the church we are not allowed to sin, of course. И нам говорят, что в церкви грех непозволителен. But you must be aware Вы должны знать, that all sins, all wrong acting and wrong speaking что все грехи, греховные поступки, греховная речь, are the result of that big sin. это все лишь плоды или результат того основного греха. I tell it another way. I give you an example. Я по-другому вам скажу, один пример приведу. When something hurts you, you know, in the body, Если что-то у вас болит в теле, so you go to the doctor, вы идете к врачу, and he gives you a pill. он дает вам пилюлю, You take the pill, лекарство, вы его and you принимаете, have no pain anymore. и боль исчезает, боли больше нет. And we think this is a good thing. И мы думаем, это хорошее дело. But when the pill, the effect of the pill comes to an end, the hurt is here again. Но когда воздействие лекарства оно заканчивается, боль возвращается снова. It means that the pill only fights against the symptoms. Это значит, что эта It's таблетка, only for the скажем, symptom, она разбирается только с симптомами заболевания, but not with the real thing. но не с самой проблемой, это корневой. Вы понимаете это? It is the same with the sins. То же самое с грехами. We always chasing the sins. Мы всегда Yes, мы всегда обращаем внимание на грехи. but these are only symptoms because of that sin. Но это только лишь симптомы того основополагающего греха. Now, God knows that. Бог знает об этом, Therefore, He dealt with the big sins. а потому Он разобрался с основным грехом. He brought a solution for that. Он дал или принес решение But этой we проблемы. still have troubles because we see all what we do wrong. Но у нас по-прежнему проблемы, потому что мы только лишь обращаем внимание на то, что неправильно. And we are full life busy mistakes. Потому мы всю жизнь тратим на это. I shock you maybe now. Может быть, сейчас это было для кого-то немножко такой встряска, шок. Не знаю. These sins are not the problem. Эти грехи не проблема. But we make it to the most big problem. Но мы сделали из них очень большую проблему. I know what people think now. I know what now people think. Я знаю, о чем люди сейчас, может быть, думают. Then I can sin how I like to. Значит, мне теперь можно грешить, как мне вздумается. It does not matter. Не играет никакой роли. If these sins are not the problem.
Ведь это не имеет значения, если грехи не являются проблемой сами по себе. You know, you're right. А вы правы, если вы так думаете. Ой, Now I get in trouble. теперь у нас проблема. We look at that. Мы But посмотрим на это. first, let's go one by one. Yes. Ну, давайте шаг за шагом пойдем, хорошо? Let's read Romans 7:5 and 6. Римлянам. Maybe I have to explain the whole chapter of Romans 7. You must read at home. Я скажу вам нужно дома изучать всю 7 главу Римлянам. It explains about the law and the sin. Потому что там объясняется тема закона и тема греха. It explains if a man dies, Там говорится, что если человек умирает, the woman is not longer bound on the husband. то его жена уже больше не связана заветом с She мужем. is free. Она свободна, если ее муж умер. Because the law of marriage bound them together Потому что брачный закон, который связывал их вместе, is no longer in place. уже больше не уместен, его не существует, или у него нет силы. It means she is free to marry another man. Это значит, что она свободна выйти замуж за другого Paul takes мужчину. this example Павел приводит этот пример, to show us чтобы показать нам, if the sin is not relevant anymore, что если грех, он больше уже не уместен или не в нем проблема, we are free. тогда мы свободны. Now if we speak about freedom, Если мы говорим о свободе, we do not speak that everybody can do what he wants to. мы не подразумеваем то, что всякий может теперь делать то, все, что ему вздумается. If people think, let's say normal people, they think freedom is I can do what I want. Многие люди, они думают о свободе, что это что-то такое. Это тот случай в ней, когда я могу делать все, что мне вздумается. If the Bible tells about freedom, Но если Библия, или когда Библия говорит о свободе, it says I take away all fear. она говорит, что The fear. God. что Бог, Он удаляет всякий страх. The fear that you have not to fear. Страх, которого больше не надо бояться. Even not to fear that you may do a sin. Даже не нужно бояться того, что вдруг ты согрешишь. I know this is really delicate. Я знаю, это очень сейчас чувствительный момент. And I try to explain it and I like to have time for that. Поэтому я попробую, я хочу постараться вам это объяснить. Я надеюсь, у нас Very будет время. slowly and understandable. Очень медленно, но понятным языком. That there are no misunderstandings. Чтобы не случилось неверного непонимания. Because I believe in the love of God. Потому что я верю в Божью любовь. And if we love God, there is no desire to sin. И я знаю, что если мы любим Бога, тогда нету там желания грешить. Nobody who loves God Никто, любящий Бога, wants to destroy this relationship. ни один любящий Бога не захочет испортить эти отношения с Ним. Can you agree with that? Вы согласны с этим? So it's not the question, shall I sin or not? Вопрос даже не в том, грешить мне или не грешить. These people think like that because they think they have fun afterwards, if they can sin. Люди думают так, потому что им кажется, что грех – это удовольствие в That's конечном a итоге. completely mad thinking. Но это безумное мышление. So we must get the mind of Christ, who is a way to think in a healthy way. Yes. Потому нам нужен ум Христов, который думает здравым образом. Now we can read again Romans 7, 5 and 6. Теперь мы прочтем Римлянам 7, и стихи 5 и 6. «Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». This is the essence of Romans 7. Это само сердце или сущность 7 главы Римлянам.
You know, it's written for when we were in the flesh. Is this also in your the beginning? When we lived according to the flesh. Yes. Yes. Когда мы жили по плоти. Tonight I will speak about the nature of God and Сегодня буду the говорить, nature of the flesh. я буду говорить о двух натурах или двух природах, о Божьей натуре и натуре человека. God's nature and the nature of the flesh. И натуре или природе плоти, плотской природы. Paul is very clear in that. Апостол Павел очень ясно объясняет это. He said, when you were in the flesh. Он говорит, когда вы были во плоти. It speaks about the past. В прошедшем времени сказано это. Now there are teachers, they said you have two natures. Есть учителя Библии, которые заявляют сегодня, что в человеке, верующем, присутствуют две природы. The spiritual nature Духовная and the fleshly nature. И плотская. These natures, they go against each other. И эти две природы, или натуры, или естества, они соперничают, борются друг с другом. So you are constant in a battle. И происходит постоянная битва, конфликт, сражение. So it means today and now we are together. Today we are spiritual. We are in the spirit. Например, сегодня мы все вместе, мы духовные, мы в духе все. But on Monday I go to work. А в понедельник пойду на работу. Now it's difficult. Это сложно. And then I am in the flesh. Там я буду в плоти. You know, today I'm in the spirit. Сегодня я в духе. Next hour I'm in the flesh. Потом я уже в следующий час я в плоти. Потом опять в I'm духе. in the flesh again. Потом снова в плоти. This is nonsense. Это просто нонсенс. If you are a believer, if you are a child of God, if you are a son of God, Если вы верующий, если вы дитя Божие, вы сын Божий, you are. God looks at you. You are spiritual. You are seated in heavenly places. Он видит вас только как духовное существо, уже посаженное в небесном измерении. Our memories is still there. Но наша память, она Therefore, постоянно напоминает. God must renew the mind. Поэтому Бог хочет обновить наше мышление. With a decision to accept Jesus in our heart. Это решение принять Иисуса в свое сердце. And yes, actually we have become a new nature. На самом We деле are a new говорит о creation. том, что мы стали новой природой, новой натурой, мы стали The новым old творением. nature has passed away. Старая природа, старый человек, с ним покончен. Why then is it so difficult to walk in that? Почему тогда так сложно жить этой новой природой? Because we are in this world. Потому что мы в этом мире. The spirit of this world has twisted our mindset, И дух affected our mindset. этого мира активным образом влияет на наш разум. Therefore, we have to learn Потому нам нужно учиться, what it means to have the mind of Christ. научиться тому, что значит иметь разум Христов. It is a process. Это процесс. But from God's perspective, you are a spiritual man. Но с Божьей перспективы вы духовный человек, Because we are in Christ. потому что мы во Христе. Now, Итак, when we were in the flesh, the sinful passions were aroused. когда мы были во плоти, наши страсти греховные, они бушевали. So, therefore, the law says, there is the law, one law. Есть один закон, The law actually said, if you do sin, и закон говорит, если ты согрешишь, you will die. ты умрешь. That's the law. Это закон. We look at that. Мы это видим. Because separation from God means to lose life. Ведь разделение с Богом означает потерю жизни. But now we have been delivered from the law. Но, 6 стих, мы были избавлены Having от закона, died или to what we освободились were all от time. него. Сюда. We have been delivered, it means we are not under law again. Мы освободились от закона, чтобы нам служить Богу в обновлении духа. Или в этом переводе It means мы умерли для того, что нас держало.
It means удерживало. that this law who says if you sin you will die is not at work anymore in us. Это значит, что этот закон, который утверждает, что если ты согрешишь, то ты умрешь, он больше не способен действовать в нашей жизни. You know, I was once in Germany. Однажды был в Германии. I was invited to a conference, Меня пригласили на одну конференцию, to attend conference. посетить эту конференцию. And then the lady at the reception, or what is, yeah, at the И registration, одна женщина, которая сидела за регистрационным столиком, she looked at me посмотрела на меня, and she said, "Are you this Urs Meier?" и она спросила: «Вы есть тот самый Урс Майер?» And I said, "I don't know what you mean." Я говорю: «Да не знаю, о чем вы говорите». And I said, "Yes, probably yes." Ну, тогда я подумал: ну, наверное, да, я самый может. I do not agree with you. И тогда она говорит: я с вами не That's согласен. how she received me. Вот так меня поприветствовали. Later on she came and asked if she could have a chat with me. Позже она подошла ко мне и спросила: можно ли мне поговорить с вами? I said, "Of course we can have lunch together." Я сказал: конечно, можно вместе She пообедать. agreed. И она согласилась пообедать. And while we were talking to each other, И когда мы разговаривали, she told me a lot about her background, она мне много рассказала о своем прошлом, about the fear she has. о своих страхах. You know, she was, we call it pietists. It is very strong. Она принадлежала к ветви пиетистов, и вы знаете, движение пиетизм в церкви, это было очень сильно консервативное движение. And I explained her Я объяснил what she ей wanted to know. то, что она хотела знать, And then she said, и она сказала: "This would be too nice to be true." это слишком хорошо, чтобы быть правдой. It means not to fear anymore. Because Имелось в виду she свобода feared от страха, потому что у нее было много страха. She feared because they could be, what is, sorry, the word, I forgot. If you go to heaven, just Rapture. okay. She feared the rapture, you know, when maybe she's not included there. Она боялась, что когда произойдет вознесение She церкви, told me that ее не вознесут. since she is a child, she lives in fear. И с самого детства она живет в страхе. And such strange things. И вот такие странные вещи происходили с ней. This answer, it would be too nice to be true. Но вот этот ответ, который я услышал от нее, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой, меня это очень задело. The good thing, Но хорошее we дело в became том, very good friends. что мы стали хорошими друзьями. You know, but she was, yeah. Why do I tell that? Зачем я это говорю? You know, we are delivered from the law, from the one that what really fears us. Мы избавлены от закона, того закона, который наводит на нас страх. That we can serve in the newness of the Spirit. Чтобы нам служить в обновленном или в новизне, в новом духе. Not in the oldness of the letter. Not in. The oldness of the letter. Не в ветхости или не в старости буквы. The letter who says, if you sin, you have to die. Потому что буква говорила: если ты согрешишь, то ты должен умереть. If you sin, you go to hell. Если ты согрешишь, ты пойдешь в ад. If you sin, you are condemned. Если ты согрешишь, ты будешь осужден. This causes fear. Именно это наводит страх на людей. Once we realize grace, Когда мы осознаем благодать, I only can tell you out of my experience. я только могу сказать вам из своего опыта. There was a day in my life, Был день в моей жизни, I never forget that day, никогда не забуду этот день, where I came to the Lord когда я пришел к Господу. and I said, Lord, Я сказал: Господь, I really was kneeling down. я действительно, я буквально преклонил колени. Everything I bring you is somehow polluted. It's not И clean. я сказал: Господи, все, что я делаю, или все, что я приношу для Тебя, все это каким-то образом нечисто, оно осквернено. I have a desire to do good, Я хочу делать доброе или хорошее, but deep behind, но глубоко, где-то там сзади, there is
I do it because I want to be blessed, Я because I понимаю, want to be good. я понимаю, что я делаю это, потому что хочу быть благословленным, хочу быть хорошим. And I know that is not the right motive. И я знаю, это не хороший, это неправильный мотив. And in that moment, И в тот момент it was like, wow, это было whoosh. все равно, что меня просто омыли, я попал под душ. I felt the Holy Spirit, Я почувствовал Святого Духа, and He said, и он сказал: Урс, every day you have to jump into the ocean of grace. каждый день тебе нужно прыгать в океан благодати. You must not be good. Тебе не надо быть хорошим. Christ in you is good. Христос тебе достаточно хорош. And at that moment, И в тот момент the love of God любовь Божья and the grace of God и благодать Божья, really expand amazing. она стала умножаться удивительным It образом. shook me into deep Это потрясло меня до глубины. to realize what grace is. Осознать, что такое To благодать. realize this amazing grace. Осознать эту изумительную благодать. You have not to be good. Вам не надо или вы не должны быть хорошим. Really, you can relax. Вы можете просто расслабиться. Because He has done such an amazing work for you. Потому что Он совершил такое удивительное дело для That we вас, can walk in that what God already has prepared. что мы можем уже ходить в том, что Бог подготовил. And I was very thankful for this experience. Я очень был благодарен Богу за это переживание. But sometimes we maybe have to be honest. Но иногда нам нужно быть достаточно честными. Deep in us, we want to please God. Глубоко внутри нас мы по-прежнему хотим угодить Богу. Because we have been taught like that Нас так in the учили. last season. Нас так учили, особенно в прошлом сезоне церкви. But you know what God says? Вы знаете, что Бог If говорит? you are in Christ, if you accepted Jesus, Если вы во Христе, если вы приняли Иисуса, you already please Him. вы уже угодили Ему. You have nothing to do to please Him. Вам больше ничего не надо делать такого, чтобы угодить Ему. I love my sons and daughters. Я люблю моих сыновей и дочерей. That's your highest calling, to be a son, Это ваше наивысшее звание or to быть be a daughter of the сыном Most High. или дочерью Всевышнего That's Бога. not a title. Это не титул, That is a great royal position you have. это величественная царская позиция, которая у вас есть. Delivered from the law, where you always must and become better. Будьте свободны от закона, где постоянно нужно, где вы постоянно должны. As soon we install a law on people, Как только мы навязываем закон людям, I will ask you a question. я задам вам вопрос. Who of you is married? Кто из вас в браке? 2 or 3, okay. 2-3. We all know that to be married is not always easy. Мы знаем, что состоять или быть в браке это не так просто. Yeah? Да? My wife Я не знаю, как у вас, но моя жена, and I, we had some difficulties. у нас с женой были сложные моменты. And we had to deal with that. И с этим надо было разобраться. She wanted to change me and I wanted to change her. Я хотел изменить ее, она хотела изменить и поменять меня. Who of you know that does not work at all? Кто из вас знает, что это не действует все равно никак? Не работает. You know why? Знаете почему? Because we install a law. Потому что мы навязываем или утверждаем закон. You must change, otherwise, I have trouble. Мы устанавливаем закон. Ты должен измениться, иначе будут проблемы. As soon there is a law, Как только утверждается или устанавливается этот закон, it's also not a law. People cannot change anymore. человек не может меняться. As long we have erected the law, Как the только demand on somebody, мы воздвигаем закон, какие-то требования предъявляем к другому, it does not work. это не будет действовать все равно. Only at that moment, Только в тот момент, God spoke very seriously to me. только в тот момент Бог очень серьезно говорил со мной. Once, He said, "What kind of woman have you chosen?" Он спросил меня, какую женщину ты выбрал?
себе. And I said, I wanted to have an active woman, Я сказал ему, ответил ему, я хотел a себе gifted woman, активную жену, одаренную жену, a nice woman, красивую, a good-looking woman. I да, wanted. такой привлекательной внешности And жену. I told him everything. Я ему все перечислил. And he said, И он сказал, and what did you get? и что же ты получил? And I must be honest, I got everything what I wanted. Я должен был быть честен. Все это и было в моей жене. You know, I have a very active У woman. меня очень активная жена. Sometimes she's so active that I really struggle. Иногда она настолько активная, что у меня бывают проблемы порой. I only got what I wanted. I only got what I Но wanted. я получил то, что хотел. Why do you now blame your wife because she's like that? Начнешь ты теперь свою жену обвиняешь за все это. I really said, I'm so stupid. Я сказал сам себе, какой же я глупец. I exactly got what I asked for. Я же получил то, что именно и хотел. What attracted us in the beginning gave us difficulties later. То, что нас привлекло друг к другу в начале, позже принесло какие-то проблемы. She also has chosen me Она тоже выбрала меня, because I like a calm pole. We say that. Just to give rest to her. потому что она как раз хотела вот такого человека, который был бы спокойный, умиротворение ей приносил. Sometimes she feels I'm just too calm and too quiet. Но часто она ощущает, и ее может раздражать, что я слишком спокойный. So we have to release each other. Нам нужно From touch demons. Нам нужно освободить друг друга от таких вот And требований. she said to me, when I started to release it, И она сказала мне, когда я стала на самом деле освобождать тебя в своем разуме, you started to change extremely. ты вдруг стал радикально меняться. It shows me the law keeps us in bondage. Это снова покажет мне, закон, он только лишь держит в And рабстве. this is the reason why in the churches it is so difficult. Вот почему в церквях так сложно все. I can really give a testimony. Я могу свидетельствовать вам. I have been a pastor for 12 years, Я был пастором 12 лет раньше. and in 2007 we said we will start the church completely in a new way. И в 2007 году я сказал, мы начнем церковь совершенно новым образом. We want not to keep, we want to have a free church. Мы хотим иметь свободную церковь. When I first time had a meeting in 2007, The first meeting. the first meeting, Когда у нас было первое собрание в 2007 году, I said to the people, я сказал людям, I don't want to see you on Sunday я не хочу видеть вас по воскресеньям, when it is a must for you. если это для вас закон. I only want that you come when you really like to come. Я хочу, чтобы вы приходили только лишь из добровольного желания. I tell you, the next Sundays, Говорю вам, следующее воскресенье I said, where are the people? я задавался вопросом, а где все люди? They just stood at home. Да они все дома остались. They did something with their families. Они проводили время с семьей, They relaxed. они расслабились, But I gave them the freedom. но я сам дал им свободу. I tell you, now they are here. Most time, not because they must, because they want to. Уверяю вас, в эти дни большинство из них присутствуют на собраниях, но не потому, что они должны, они хотят. And I have seen within 2, 3 and 4 years, И я увидел в течение 2-3 лет, I have seen amazing change in people. я увидел удивительную перемену в людях. More than in the 12 years before. Больше, чем... Эти перемены были намного радикальнее, может, чем за последние 12 лет. До того. It's when we release each other. Когда мы освобождаем, Grace comes in. благодать получает доступ. People came to me. Люди приходили ко мне. 2 or 3 in 1 week. За неделю 2-3 человека. They said, I have to tell you something. И они говорили мне, должен тебе что-то сказать. I smoked a Я lot, много курил, but always hidden.
но всегда в тайне. I tried to stop, but it didn't work. Я старался бросить, но это и как-то не получалось. But now I don't know why. Но Suddenly it works. теперь я не знаю почему. Вдруг Because the я pressure is свободен, not here anymore. потому что больше нету давления. I stopped to condemn people if they have failures, if they fall back in old behaviors. Я перестал осуждать людей за их неправильное поведение. Then grace comes in. Благодать стала And течь. suddenly people can overcome their weaknesses. Вдруг люди стали способны побеждать свои слабости. But in church we always think, as a pastor, I know how we have to look that everybody is on track. Но в церкви была такая модель, пастор он постоянно следил, чтобы все были на рельсах, And the скажем, people are идти на here. правильном пути. И люди здесь, And that's how they do all kind of stuff who is not really good. люди на собрании, но дома они могут совершать разные проступки, очень нехорошие дела. I tell you, they came in a transparency I've never seen before. Я вам говорю, что в отношениях пришла такая прозрачность и открытость, которую никогда не переживали мы раньше. One day I was together with the cell group leaders, Однажды я встречался с лидерами домашних групп. and I asked them, how are you doing really? Я задал им вопрос, как у вас дела на самом деле? And then everybody told how he's doing really. И все стали открываться и говорить, как у них дела действительно. There was no desire to hide anything. Потому что исчезло желание что-либо прятать или скрывать. And at the end the woman said, И в конце одна женщина сказала, Urs, Urs, we are not worthy to be cell group leaders. мы недостойны быть лидерами домашних групп. Such a lot of problems. У нас столько проблем. And I said, you are worthy, Я сказал, вы достойны, because you were just honest. потому что вы были честными. And since then, И с тех пор we have such an openness in our meetings. в наших собраниях существует такая открытость. It is, for me, it's a miracle. Для меня это чудо, A great miracle. великое чудо. It's grace. Это благодать. It's the kind of church we want to have. Именно такую церковь мы хотим иметь. Not to install a system where we condemn each other and judge each Мы other, не хотим утвердить систему, где люди осуждают друг друга, but where we build up the people, но где мы созидаем, where we give them respect even if they do fail. где мы уважаем людей даже в том случае, если они We are оступаются. not the judges. Мы не судьи. The judge is the Father, Судья, он это Отец. and He doesn't judge us. Он нас не судит. What right do we have to judge each other? Какое у нас есть право осуждать друг друга? Oh, come out of the point. Okay. Okay, I have to hurry now a little bit. Let's have a look on Galatians 3:10 to 14. Галатам 3. It's only, you know, there is written where the Галатам one who 3. sins will surely die. It's, Там сказано, что тот, кто грешит, он обязательно умрет. but it also tells us that Jesus has broken that curse. Но также сказано, что Иисус, он устранил это проклятие. Therefore, you know, for me, He is just amazing. Поэтому для меня он просто удивительный. We have such an amazing God У нас такой удивительный Бог, who has set us free, который освободил who нас, loves us deeply, который любит нас who has глубоко, only one desire, у которого есть только одно желание, that He can be a blessing for nations. чтобы мы могли быть благословением для народов. Not because we are good, Не потому что мы хорошие, because He has done an amazing но work. потому что Он совершил удивительную работу. That's the key. В этом есть дело. Maybe you can read that. Galatians 3:10 to 14. Yes, Or only yes, 10? yes. 10 to 14. Галатам 3, стихи с 10. Yes, it's right, yes. Yeah. Галатам 3, стих с 10 по 14 будем Just читать. yes. А все утверждающиеся на дела закона находятся под проклятием. Ибо написано, проклят всякий, кто не исполнит постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верой жив будет. А закон не по вере,
Но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас проклятием. Ибо написано: проклят всяк, висящий на дереве, чтобы благословение Авраама через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа веры. The blessings of Abraham might come upon the Gentiles. Благословение Авраама должно прийти на язычников. You know, God has chosen you Бог избрал вас just to be a blessing for others. быть благословением для других. Therefore, He has paid the price. Потому Он заплатил цену. I ask you a question now, Я задам вам вопрос теперь, just to make you think. чтобы вы подумали. Do you believe that Jesus paid for every man and woman on earth? Верите ли вы, что Иисус заплатил за буквально каждого мужчину и женщину на земле? Or did He only pay for the believers? Или Он только заплатил за верующих? For everyone. Yes, I completely agree with you. Я абсолютно с вами согласен. His price includes anybody on earth. Его цена, которую Он заплатил, включает всех на земле. I asked once a question in our church. Я однажды задал в церкви у нас вопрос. Just I like to confuse people and to make them think. Мне иногда нравится приводить людей в смущение, чтобы просто заставить их думать. I want to have merciful people. И я хочу иметь милостивых людей. Людей, у которых есть If милость. Jesus is Lord Если Иисус — это Господь, over every flesh on earth, Господь над всякой плотью на земле, could it be possible that He can redeem any man or woman on earth? возможно ли думать так, что Он искупил каждого мужчину и женщину на земле? I do not preach, how to say, universalism. Yes. Я не проповедую question. универсализм. Есть I do такое not believe течение that. в церкви. Я в универсализм не верю. No. But what I believe, Но я верю во что? I give you an example. I have been in Iran, Я приведу вам пример. Я был в Иране, and there I met really very faithful believers. и я встретился там с очень верными верующими. And once there was sitting a woman with the cut scarf. Однажды там сидела женщина в хиджабе. Somehow she looked very sad. Она выглядела очень печальной. And the leader there, he told me an amazing story. И лидер, он рассказал мне печальную историю. He said to me, you know, this young woman, Yeah. yes, this young woman belongs to an old traditional family. Что эта девушка, молодая женщина, она принадлежит к довольно старой консервативной семье. And if the family would know that she has converted, she will be in big troubles. И если семья узнает, что она обратилась к Христу, у нее будут серьезные проблемы. And it happened that her cousin died on an accident. Случилось так, что ее двоюродный брат, он погиб в аварии или в катастрофе. Yes, I have to say that. Окей. Значит, он просто погиб в одной катастрофе. And then she went to her, and her question is now this man lost? He never heard about Jesus. И она была озабочена тем, что этот человек был потерян теперь в вечности, и он был неверующим. And then one day she went to her aunt, the mother of this, И однажды она пошла к своей тете, то есть к матери двоюродного брата. and her aunt said, I had a very strange dream. И ее тетя сказала ей, мне приснился очень странный сон. I have seen my son Я видела моего сына, это мусульманин, clothed in white, одетого во все белое. and he said to me strange words. И он сказал мне странные слова. He said, Mom, Он сказал, мама, the only way is Jesus. единственный путь это Иисус. It's amazing. Удивительно. Just amazing. Просто удивительно. Jesus can do that. Иисус может такие вещи He делать. can redeem people Он может искуплять людей, where the hearts are right. если сердца в правильном положении. Even if they did pray the sinner's prayer. Даже если человек не молился молитвой грешника или молитвой спасения. Just amazing. Это просто изумительно. Just love. Просто любовь. I know this. Oh my God.
Я просто потрясен своим Богом. Или нашим Богом. Okay, just to tell you, Чтобы сказать вам, he can do what he likes. Because he has paid for everybody. Он может делать, что хочет, потому что Он заплатил за всех. I also know he is just. Но я также знаю, что Он справедливый Бог. Now we come to the main topic. Итак, мы подходим к основной теме. And I pray that my Father in heaven will give you a revelation. Я прошу Отца Небесного, чтобы Он дал вам I'm sure откровение. it will change your whole life. Я уверен, что это изменит всю вашу жизнь. You know, I have a friend in Austria. В Австрии у меня есть друг. She's an 80-year-old woman. 80 years. Этой женщине 80 лет. She loves Jesus. Она любит Иисуса. For me, she's a big example. Для меня она хороший или великий пример. She lives in a house where there are a lot of young people. Она живет в доме, где, или содержит дом, где проживают молодые люди. And she cares for these young, mostly women, for these young women like a mother. Она заботится и помогает молодым девушкам, заботится о них как мама. They respect her like a mother. Они уважают ее и воспринимают ее как мать. And one day she came to me when I had a seminar there. Однажды она подошла ко мне, когда мы проводили там семинар. And she said, И она сказала, these young people, they have such a lot of problems. у этих молодых людей столько проблем. They do such a lot of nonsense. Они творят столько ерунды. What can I do to help them? Что я могу сделать, чтобы помочь им? And I said, Я сказал, do you have time? Let's sit down. Let's если у look тебя есть, on a word. если у тебя есть время, давай сядем, посмотрим слово. So I spoke with her about Romans chapter 8, verse 1 and 2. Я говорил с ней на место Писания Римлянам 8, стихи 1 и 2. It's what we are going to have a look now. Именно туда мы будем с вами сейчас смотреть. And I explained her. Я объяснил ей это. And I said, Я сказал, you only chase the symptoms. мы только лишь разбираемся с симптомами. You must go deeper. А нужно работать или заниматься на более глубоком уровне. I didn't know when she left if she understood, but next morning at the breakfast I asked, how did you sleep? Я тогда вечером не понял, поняла ли она что-то или нет, но на утро за завтраком я спросил, как спалось? She said, I didn't sleep at all. Она говорит, я вообще не спала. But God gave me a revelation. Но Бог дал мне откровение. Then she started to cry. И она начала She плакать. said, this God is amazing. Она сказала, Бог, этот Бог изумительный. You know, when I go to God Когда я прихожу к Богу and say, God, I really missed it, please forgive me. и говорю, Бог, я действительно совершила проступок, He пожалуйста, says to прости me, меня. I don't know what about you speak. А Он говорит мне, я не знаю, о чем ты говоришь. I do not see the sin, Я не вижу греха. because you are in Christ. Ты во Христе. It's amazing. She got Удивительно. it. Она поняла это. Her desire is to have a poor life and to show them to the young people. Ее желание – это показать to have a good life. Yeah, poor, pure. Pure. Ее желание состояло в том, чтобы вести чистый образ жизни и явить его другим молодым людям. You know, it's always going to the cross, going back, going to the cross, Но going back. это постоянно такой режим, когда ты идешь к кресту, потом возвращаешься назад и опять к кресту. And then we teach the people like that, the young people, И мы этому учим молодых людей. and we see they never come out of this. И мы видим, что они никак не могут избавиться от такого поведения. Go beyond the cross. Они не могут пойти дальше креста, Step deep into the kingdom. чтобы войти в глубину Божьего Find Царства, your true identity in чтобы Christ. найти свою истинную идентичность во Христе. And this is the next topic we have to deal with. И это следующая тема, которую нужно понять. Наша истинная идентичность. Okay, let's have a look on Romans 1 and 2. Итак, посмотрим в Римлянам 8, стихи 1 и 2. There is therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. This is again a very amazing word. И снова это потрясающее, удивительное слово.
Who of you walks in the flesh? Who of you walks in the flesh? Yeah. Кто из вас ходит по плоти или во плоти? You know, our feeling says yes, we sometimes walk in the flesh. Наши чувства сразу нам подскажут, ну да, мы иногда бывает ходим. But if you are in Christ, Но если вы во Христе, and you cannot go in Christ and then go out Christ and then go in Christ and then go out Christ, you are born in Christ. вы не можете войти во Христа, выйти из Христа, войти во Христа. Такого не бывает. Вы рождены в Нем. Either you are in or you are out. Вы либо в Нем, либо не в Нем. There is nothing like between. И чего-то другого не может быть, чего-то между. There is only one way to go out. Есть только один способ, как It is a выйти. possibility, Есть возможность. but I'm sure you haven't done that. Вы этого не совершали. If we have time, we even could go there. И But если у нас I будет think время, the мы об time этом is тоже running out. поговорим. Yes. Но я вижу, время бежит очень быстро. Okay. There is no condemnation for those who are in Christ. Who is in Christ? Нет осуждения тем, кто во Христе. И кто же во Христе? Вы. There is no condemnation. Нет осуждения. Why? Почему? Because Jesus has done an amazing work. Потому что Иисус совершил удивительное дело. Now, verse 2 Второй стих. is very important to understand. Очень важный стих, чтобы его понять, для понимания. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made us free from the law of sin and death. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. In this sentence, the whole mystery of Christ starts to get revealed. В этом стихе начинает открываться вся тайна Христа. Paul explains there are two laws. Павел объясняет, что существует два закона. The first law is the law Первый закон – это закон, of Spirit of life in Christ Jesus. закон Духа жизни во Христе Иисусе. And the second law is the law we have to deal, we try to deal with, И второй закон, с которым мы пытаемся разобраться, is the law of sin and death. это закон греха и смерти. And now we need a very clear understanding Нам необходимо очень of ясное this principle. понимание этих принципов. Since the fall of man, the law of sin and death is on earth. С тех пор, как человек впал в грех, на земле действует закон греха и смерти. It is very active. Он действует активным The образом. law who says if you sin, you die. Этот закон говорит, если ты согрешаешь, ты умираешь. Ты умрешь. It is a law which people have called in existence, actually Adam, through disobedience. Этот закон, он стал существовать из-за непослушания Адама. It means that since then we are under this law. Это значит, что с тех пор мы... It is very similar to the law of gravity, just to explain. Хорошо, для того, чтобы проще объяснить, это похоже на закон гравитации. Who knows the law of gravity? What is this? Кто понимает, что такое закон гравитации, знаете? Yes? Да, хорошо. Who wants to explain it? Может, кто-то хочет объяснить? Виталий? Виталий, хочешь объяснить закон гравитации? Okay? He's all the Yes. time gravitating to the earth. Absolutely. Точно. If you are on top of the roof Если вы окажетесь на крыше здания, and you jump up, вы подпрыгнете, you do not fly away, чтобы спрыгнуть, вы you не land взлетите. very hard on the ground. Вы очень серьезно ударитесь о землю. Yes, this is the law of gravity. Это закон притяжения. How can you escape from this law of gravity? Как можно преодолеть или избежать этого закона? Или преодолеть этот закон? Обойти его. Еще. Yes? Надо на самолет сесть. Или- Закон звездной силы. Закон движения. Yes, the plane is very good, Да, самолет это хорошо. but the plane only works until it has gasoline. Но самолет будет лететь только до тех пор, пока у него бензин не кончится. Топливо. Алекс? Алекс? Сила должна быть противостояние больше, чем сила гравитации. There must be a greater power than the power of gravitation. Yes? You know, you must go to outer space.
Например, нужно попасть в космос, then there is not the gravity. потому что в космосе нету силы But of гравитации. course we have then other difficulties. Но у нас там другие проблемы I возникают. only want to say you, if you live on Earth, Я только хочу вам сказать, вот you что если вы живете на Земле, are under the law of gravity. You cannot do anything. вы живете по закону гравитации, ничего с этим поделать нельзя. Yes. Правда? In a way it's good. It's always difficult if everybody flies away. В каком-то смысле это все-таки хорошо. Было бы очень сложно, если все вдруг стали летать. Okay? Да? You cannot change that law on Earth. Этот закон на Земле изменить нельзя. It means Это значит, since the fall of man, что the law of sin and death is on Earth. со времен грехопадения человека закон греха и смерти действует на Земле. And somehow we are enslaved under that law. Каким-то образом мы оказались в рабстве у этого закона. It means that at the end we will die. Это значит, что в конечном итоге мы The умрем. body gets older and it dies. Тело состарится и умрет. You know, now I tell you something. Я вам хочу кое-что сказать. Man, man, he cannot live a life on earth without sin, to sin. A man cannot live without sin. No. Человек, It's because we are under the law of sin and death. человек не способен на земле жить без греха вообще. I'm sorry for that. Простите меня, ради Бога. If you are on earth, you will surely sin. Если вы на земле, That's the вы law. будете Because we are under the law of sin грешить, and death. потому что на земле действует закон греха и смерти. But God Но Бог, had a great solution. Он принес великое решение. He gave a person, Он дал личность His only begotten Son, своего возлюбленного Сына, единородного Сына, to bring on earth another law. чтобы принести на землю другой A закон, more superior law. более превосходный A law who is higher than the law of sin and death. закон, который превозносится над законом греха и смерти. You know, the law of sin and death means that sin and death have a disastrous alliance. Закон греха и смерти подразумевает, что между грехом и смертью существует крепкий союз. But the good message, and that is the good message, that is the good news, that is the gospel of the kingdom, Это и есть благая весть, это и есть Евангелие Царства. is that since the death and resurrection of Jesus, there is installed another law on earth. Что посреди греха и смерти воскрешение Иисуса утвердило другой закон. It is called the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Этот закон называется закон Духа жизни во Христе Иисусе. This law is higher than the law of sin and death. Этот закон выше, чем закон греха и смерти. It means that the man is not longer under the law of sin and death. Это значит, что человек больше не находится под законом греха и смерти. The point is, you have to do a change of dominion. Все дело в том, что вам нужно поменять власть или владычество. From the dominion of darkness to the dominion of light. Нужно избавиться от власти тьмы It is your decision. и встать под господство власти света. Это ваше решение. If you accept the death and the resurrection of Jesus the Christ, Если вы примете смерть и воскрешение Господа Иисуса Христа, you get a great privilege. у вас будет большое привилегия и великое You привилегия. come under the law of the Spirit of life. Потому что вы подчините себя или встанете под закон Духа жизни во Христе But at the Иисусе. same moment, И в тот же самый момент you hand over your life to the Spirit of life in Christ вы Jesus. передаете свою жизнь во власть Духа жизни. Not
You say, not longer I live, he lives in me. Тогда мы можем сказать, уже не я живу, но он живет во мне, и я живу в нем. You understand that? Вы понимаете это? Now we want to have a look on verse 3 and 4. Let's verse 3. It is a very complex, intense, concentrated verse. На самом деле, третий стих, который мы сейчас прочтем, это очень сложный по своему составу We стих. often go over such verses and we read it and we forget it, but it is so deep. На самом деле, такие стихи мы часто прочитываем быстренько и забываем, потому что они сложные для понимания. I'm always amazed about the insight Paul had. Но меня всегда потрясала мудрость или понимание, или взгляд апостола Павла. Let's read verse 3. Читаем третий стих. Как закон... Read it slowly. Как закон... Yeah. For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending his own Son in the likeness of sinful flesh on account of sin. He condemned sin in the flesh. Yes. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех в плоти или во плоти. Okay. You must know that God gave Adam dominion over the earth. Вы His responsibility. все знаете, что Бог Он отдал владычество на земле Адаму, то есть Адам стал нести ответственность за дела на земле. Adam was the representative of God on earth. Адам был представителем Бога на земле, And he failed и он оступился because through his disobedience. из-за непослушания. Now, hear what the word actually says. Итак, что здесь на самом деле говорит Слово? It said that the life could not break through into the flesh, into the people. Здесь говорится о том, что жизнь никак не могла пробиться в плоть человека. Она никак не могла войти в плоть человека. Because sin has destroyed the man. Потому что грех, он разрушил человека. It is the inability to live according of God's will. То есть у человека не было способности жить по воле Божьей. You know, the word sin in the flesh has a meaning. Это слово грех во плоти, оно имеет значение. It only shows us where the sins works. Это указывает на то, где или в чем действует грех. Flesh means in the human nature. Во плоти. И плоть – это человеческая натура. So, sin has a legal right Итак, у греха есть законное право to be in the human nature находиться в человеческой природе and to act in people. и действовать в человеке. So sometimes people want to do the right things, Иногда люди хотят делать правильные поступки, but they cannot. но не могут. They do the opposite. Они совершают противоположное. It only shows us how powerful sin is. Это лишь говорит о том, насколько силен грех. Now God gave His Son. И теперь Бог дает своего Сына. Jesus had the full nature of Christ, of God. Иисус, Он сам по себе был всей природы Бога. Son of God means that He had the nature of God. Сын Божий – это тот, кто носит в себе природу или натуру Бога. And He gave it on earth as a man who lives in the flesh. Он привел своего Сына на землю как человека во плоти. To be the sacrifice to redeem human race. Чтобы стать жертвой для искупления человеческой расы. And it is written that He condemned the sin in the flesh.
написано о нем, что он осудил грех в плоти. It means actually that the sin, not the man will die, but the sin will die. Это значит, что не человек умрет теперь, но грех умрет в человеке. You know, the law says if people sin, they will die. Закон говорит, если человек согрешит, он умрет. Because man has a very selfish interest. Потому что у человека слишком много эгоистичных интересов. So he has sent his son, Потому Бог посылает Сына. and because he died for us, И поскольку Он умер за нас, he took away the legal right of the sin. Он лишает грех законного права. Или отбирает у греха законное право. Yes. It is a little bit complicated, Это сложно немножко, да? but actually it means that the sin has no right anymore Но over you. это буквально значит, что у греха нету прав на вас. Has no power over У you. него нету власти над вами. Therefore you shall live, Потому вы будете жить. and you shall enjoy life, И вы будете наслаждаться жизнью. and not always see what is not good yet. И не смотреть больше так пристально на то, что еще нехорошо. The thing who is good in you is Christ. Is Christ Jesus in you? You know, He is good enough. Yes. Христос в вас. Это и есть то хорошее, что нужно. Yes. Да? It means really that the expression He condemned the sin in the flesh means that sin has no dominion. Эти слова, что грех осужден в плоти, это значит, они означают, что у греха нету власти. It больше means над sin for us is irrelevant. Это означает, что для нас грех больше, незначителен. Он не имеет значения, он неуместен. It's not I said that, you know. It's the Bible. Это не я придумал, тут написано так. It's written. В Библии, в Новом Завете. And people, they said you cannot say that. Then everybody can sin as he wants to. И обычно люди мне говорят, такое нельзя говорить, потому что все сразу начнут грешить. You know, we always have to control that people do not sin. Нам всегда хочется контролировать людей, чтобы только они не грешили. God took a big risk. Но Бог, Он предпринял рискованный шаг. Yes. Или взял на себя большой риск. Because when he did that, Потому что, сделав это, he said you can choose. Он сказал, вы можете выбирать. And we know И мы знаем, if we are in Christ, если мы во Христе, if we know what he has done for us, если мы знаем, что Он совершил для нас, there is really no desire у нас не будет на самом деле желания to do wrong. совершать To go что-то against неправильное God. или идти против Божьих принципов. We must be very mad to do such a thing. Чтобы пойти против Божьей воли, Божьих принципов, нужно Yes, быть просто сумасшедшим. sometimes we do because of the weaknesses of our Иногда мы поступаем так из-за слабостей нашего характера. But if we are honest to God, Но если мы честны с He Богом, helps us to develop Он поможет нам, the character and the mind of Christ. помогает нам развивать характер и ум Христов. You know, therefore, clever people ask Paul, Потому весьма умные люди задавали when we are вопрос, not under the law of sin and death anymore, если мы больше не под законом греха и смерти, then it doesn't matter if we sin or not, тогда не играет никакой роли, не Because имеет значения, sin has- грешим мы или нет, because there is no law who condemns us. потому что ведь закона больше нет, который бы нас осуждал. In a way, it's right. И в каком-то смысле это правильно. Did you know that Abraham, Вы знаете, что Авраам, we sometimes said he's from the Old Testament, мы говорим, но он же человек Ветхого Завета, but he was before the law came. но Авраам, он был еще до появления закона Моисея. Actually, Abraham could eat pig, На самом деле, Авраам, он мог кушать свинью, например, because there was no law who said you shall not eat that. потому что не существовало закона, который бы запрещал. Where there is no law, there is no judgment. Там, где нет закона, там нет и осуждения. Now we are not in the law anymore. И мы теперь не под законом.
Therefore there is no judgment, no condemnation. А потому нет осуждения, нет суда. And of course, people are not stupid. They said, okay. Люди не глупые, конечно, говорят, хорошо. Then they ask Paul. And what did Paul tell И them? задают Павлу такие вопросы. Что Павел им отвечает? He said, what shall I say then? Он говорит, что же сказать? Shall we continue? Shall we continue in sin that grace must make abundant? Что же мы теперь будем продолжать грешить, чтобы умножилась благодать? Certainly no. Конечно, нет. How shall we, who died to sin, live any longer in it? Как же мы, умершие для греха, можем продолжать жить в нем? We died to sin. Мы же умерли для него, говорит Shall Павел. not longer live in that. А если это так, мы больше не живем в нем. You know, we have two borders. У нас есть как бы две границы, скажем. There is one border and there is one border. Две ограждения или границы с одной стороны, ограничения с другой стороны. Here is the law. И вот закон. We came out of the law. Мы вышли из закона, We shall not go back to law. из-под закона, и мы больше не возвращаемся под закон. That's fantastic. Это просто удивительно. There is freedom. Есть свобода. But I must be honest, there is also a border. Но я должен быть честным с вами, есть и другая сторона, есть другое There ограничение. is also law. И это тоже закон. It's called the law of love. Но этот закон называется законом любви. We also can go over the law of love, Мы можем приступить или нарушить закон любви. where we hurt people, Когда мы причиняем боль людям, where we abuse people, когда мы поступаем несправедливо с людьми, where we where we hurt people, мы используем людей, мы причиняем им боль, because we want to do our thing. потому что нам хочется достичь своих целей. And this has also consequences. И у этого тоже есть последствия. Then we come into the education of God. Тогда мы сталкиваемся с воспитанием Бога или с образованием Бога. There is another law, it still works, it's an eternal law. Потому что это другой закон, но это вечный закон. What you sow, you reap. Это закон сеяния и жатвы. So, you know, there are people, they come out of the law and then they go this way and then they said, oh, maybe I should go back. Then they go back to law and then, you know, always like that. А есть люди, которые постоянно, они двигаются туда-сюда, из-под закона в закон, из-под закона в закон. That's very unhealthy. И это очень нездоровое явление. We should go in the border. Not go back to the law, Нам, but also not go over the law where we hurt people. нам нужно видеть эти границы. Нам нельзя возвращаться назад под закон, но также нельзя нарушать или приступать к закону любви, когда мы причиняем боль людям. Now, actually, I'm nearly finished. На самом деле я почти закончил. What you like? Do you like to finish? I only have here the question which I would like to have a look on you. What sin can we do? No, it's a question I have to tell you. Is there a sin we can do? You know, I Есть know it вопрос. is. Есть ли такой грех, который мы можем совершать? I know I force the way we think. Я знаю, что я совершаю провокацию по отношению к вашему мышлению. Because we are not under sin anymore and under the law of sin and death. Мы больше не под законом греха и смерти, But we still do things that are not okay. но мы по-прежнему совершаем то, что нехорошо. And nobody knows if this is if you do it because of weakness И of никто our не знает, behavior, поступаем мы так из-за слабости в нашем поведении или характере, or if we do it because we want to do it. или мы это делаем сознательно, потому что нам хочется. God knows. Бог знает. God deals with the Holy Spirit has to deal with that. Дух Святой должен разобраться с этим в вас, Because He wants to bring you into maturity. потому что Он хочет привести вас в зрелость. But what He did, what God did, He took away all the pressure. Но что совершил Бог? Он удалил это давление, это ярмо. Actually, sin is not our problem. На самом деле, грех уже не проблема для нас.
Our problem is to have a proper relationship to God, a good relationship to the Father. Проблема или вопрос заключается в том, есть ли у нас отношения с Богом, I с also can Отцом. say to your Holy Spirit in you. Или я мог бы даже сказать, есть ли у вас отношения со Святым Духом, который в вас, и живет ли в вас Святой Дух? You know, if God actually speaks, this is already very high, that we can do a sin. Just there is a possibility that we can go back to this big sin. Есть возможность или вероятность того, что мы вернемся назад к этому основополагающему греху или основному греху. We can go back to law. И мы можем вернуться к закону. The problem if we go back to law, we become Pharisees. Проблема в том, что если мы вернемся к закону, мы превратимся в фарисеев. The Pharisees treated the people bad. Фарисеи ужасно обращались с людьми. And this is a very serious topic in the Bible. И в Библии это очень серьезная тема. Therefore, we also can, we never should become Pharisees. Нам нельзя стать фарисеями. Никогда. It is something God really hates. Это Бог ненавидит очень сильно. If we go back to law, it means we want to be justified by law. Если мы вернемся к закону, это значит, что мы будем оправдываться законом. And we have different scriptures. Есть разные места Писания. In Matthew and in Hebrew. В Матфея, в Евангелии от Матфея, послание к евреям, например. Where God says, где Бог говорит, if you go back to the old, если ты вернешься назад к старому, you put Jesus again on the cross. Ты снова распинаешь Иисуса на кресте. Because then he died in vain. Потому что это значит, что Он умер напрасно для тебя. Do you give me 15 minutes? Or do you have to leave? Вы позволите мне еще говорить 15 минут, или вы хотите пойти? 15 минут. Yes. Is it okay? Хорошо, 15 минут еще. Выдержите? If you have to leave, если вам нужно you're уйти, free. пожалуйста, вы свободны. You're free, Можете идти, really. нет проблем, правда. Let's have a look on Matthew 18. Давайте посмотрим Матфея 18. This is a very crazy story. Там просто сумасшедшая история. Because Jesus said there, Matthew 18, 6-9. No, Матфея 18. no, only 6. Матфея 18 и стих 6. Это видите? Yeah, read it. Yes, read verse 6. Is it about the man who seduced somebody, right? Child, Да, yes. окей. Матфея 18, стих 6. «А кто соблазнит одного из малых этих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили бы его во глубине морской». That is a very harsh saying. Jesus said that. Very unusual. Это необычные, весьма строгие, серьезные слова Иисуса. You say, why did Jesus say that? Мы можем задаться вопросом, почему Иисус говорит это? Now he called it a child Он into the midst. Он пригласил ребенка, подозвал ребенка, Because they wanted to know who is the greatest in the kingdom. потому что они хотели знать, кто великий в Царстве He Божьем. said, you must become like one of these. Но он сказал им, что вы должны уподобиться ребенку. Then he said, this amazing, if one, Тогда он but говорит, if anyone causes one of these little ones, this young, let's say young believer, could be a baby, Если- an epios, можем читать это так. Если кто-то соблазнит молодого верующего, новообращенного, или в греческом это непиос слово, if he causes it to sin, если он подтолкнет его или подведет его к греху или к совершению греха, what is the sin? о каком грехе здесь идет речь? I tell you, Я вам скажу. if we lead people
who are new believers, Если мы this is the little ones, yes. ведем людей, новообращенных, молодых верующих, как If говорится, they faced salvation and they got saved, скажем, они приняли спасение, они пережили спасение, they came into the kingdom, они вошли в царство, and we caused them to go back to the law again, и мы подталкиваем их к тому, чтобы снова вернуться к закону. to put these little ones under the law of sin and death again. Когда мы снова подталкиваем этих людей жить под законом греха и And we смерти, teach them wrong things. и мы учим их неправильным вещам, We destroy them. мы губим их. It would be better to go into the ocean for it. Такому человеку, если это мы, лучше было бы утонуть в You can океане. have a look whenever the Bible speaks to us as believers, as the one who are saved and not sinner anymore, but called out ones. Библия говорит о нас, как о верующих, как о тех, которые уже больше не грешники, но она описывает нас, как тех, кто сидят по праву, скажем, в небесном измерении. It is connected to go back to the legalistic system. Again, whenever the Bible speaks about sin, Библия говорит о in the грехе. Bible, if it speaks to us, И the believers, Библия написана для нас, для верующих. then it always has to do with to lead people back to the old legalistic system. Let me just for myself just explain. You want to say that you want to try to explain what is sin for a believer, right? Yes. And the sin for a believer in the Bible It's is going back. to go back or to lead others back into the old. Correct? Yes. Okay. Библия для верующих, для нас, как для верующих, Библия считает грехом тот случай, когда мы возвращаемся назад от закона греха и смерти или подталкиваем других к этому закону, вернуться к закону. It means we become Pharisees. Это тот случай, когда мы становимся фарисеями. It means we do not act in love to each other. Это значит тот случай, когда мы не поступаем по любви. Often it's the profit for ourselves. Иногда мы просто ищем свои личные выгоды. Therefore, we must be very careful to build not our own kingdom. Тогда нам надо быть очень внимательными и осторожными, чтобы не начать строить свое собственное царство. This is very serious in God's eyes. В Божьих глазах это очень серьезно. Let's read again Hebrew 10:26. Давайте снова прочтем Евреям 10, 26. 10:26. Евреям 10:26. Let's read 26 and 27. 26 и 27 стихи будем читать. Евреям, извините опять. Евреям 10, стихи 26-27. Two verses. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. It is amazing. It's really stunning. Это It's просто a harsh word. ошеломляющее Tough слово, word. это очень острое слово, это тяжелое слово. It really makes us frightened. На самом деле оно пугает нас. What about the Hebrew writers? О чем Right. говорит здесь автор послания к евреям? It's again the same. О том же самом снова. To sin deliberately, Грешить добровольно or to keep on sinning или deliberately. продолжать грешить сознательно, добровольно. It also has to do to become legalistic again, to go back to the Lord. И на самом деле это означает снова законнический образ жизни, возвращение к закону. For God is the same. When we go back, В Божьих глазах это то же самое. Если мы возвращаемся назад, He disconnects us from what Christ has done for us. мы сами себя разъединяем или отдаляем себя от того, что сделал или совершил And Иисус. that it has to do with the law we read 20 verse 27 and 28. You know, И это
это It's связано с тем exactly about the законом, law. о котором написано здесь же, в 27-28 стихе. Речь идет о законе. Because anyone who rejects the law of Moses died without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. May I read from your translation? Yeah. Я прочитаю из английского перевода, более понятно, чем синодальным. So it has, 28. yes, it has to do with the law. I only want to say they want to go back to the law. Я только лишь хочу сделать акцент на том, что у людей бывает желание вернуться к закону. Тут сказано, всякий, кто отверг закон Моисея, умер без милости по свидетельству 2 или 3 свидетелей. Is it really different in your Bible? A little bit, but not. It doesn't really affect the meaning Okay. of the verse. Yes. Okay. Mhm. Okay. It means, you know, if you want to go back and keep the law of Moses, Если мы хотим вернуться назад к соблюдению закона Моисеева, you surely will die. вы умрете. The life will go away from you. Жизнь покинет вас. That is the sin you can do when you once are enlightened. Именно это является вот этим грехом. There are Если вы even продолжаете other его verses. совершать даже после просвещения, есть и другие места Another Писания. one is Hebrews 6:4. It's the same. Еще одно местописание, Евреям 6:4. It is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of God, of the Word of God, and the power of the coming age, if they fall away, to go back. You know, to go back, it means they go back to the old things. From what verse? Hebrews 6:4 2 to 6. to 6. Евреям 6, с 4 по 6 стих читаем. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия, и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». It's very difficult to understand this. Yes. You know, actually it's very bad to close with that. Это не самый лучший момент, чтобы закончить I only want to собрание. say Я только лишь хочу сказать вам, that once we have to move on in the new covenant. нам нужно продолжать двигаться в Новом Завете. The new covenant, there is grace over grace. В Новом Завете есть благодать на благодать. In the law, А в законе there is the law of sin and death. там есть только закон греха и смерти. And therefore God gave a new covenant. А потому Бог Он дал Новый Завет. We shall not go back to the old, like Мы не вернемся к some старому, people of the Galatians, как некоторые галаты. where Paul had a big fight with them. А у Павла были серьезные столкновения с They ним. started in the new and they want to finish in Они the old. начали в Новом, но закончили Ветхим Заветом. And he rebuked them И really Он укоряет harshly. или запрещает им очень строгим образом. It is stupid Это to глупость. go back to the old, Это просто глупо вернуться в старое. because there is no life. Потому что жизни нет. You are called to be a light and to be life. Вы призваны быть светом и жизнью. Out of you flows life. Из вас течет жизнь. Therefore, you should not go back to the old. Вот почему вы не можете вернуться назад. You know, I do not say that the Old Testament is in a way absolute. It's only about the law of sin and death. Я не говорю, что Ветхий Завет вообще неуместен и туда не надо смотреть. Я делаю акцент на именно законе греха и смерти. When you go on in this way, Если вы продолжаете жить по you этому will find закону, out that in the Old Testament there are many
good, God-given principles. Вы увидите, что в Ветхом Завете есть очень много важных, хороших, данных Богом принципов. Often they are hidden. Зачастую эти принципы, они не видны, на And if поверхности we они love скрыты. God, we take these good Но principles. если мы любим Бога, мы извлечем эти добрые They принципы, are installed in us и они утвердятся в to нас, live it out and to be a blessing. чтобы жить ими и быть благословением. It was a very heavy, deep teaching this morning. Сегодня утром у нас было глубокое, может, тяжелое Now, учение. because I leave again Monday, Потому что, вы должны понять, я в понедельник уже уеду утром. at home I had weeks to go through that. Дома мы неделю за неделей изучаем и разбираем эти вопросы. Now we went through with the fast train. А сейчас у нас просто такой сжатый режим. So my prayer is really that God gives you revelation. Моя молитва от всего сердца, чтобы в действительности Бог дал вам откровение. That the grace who is in you Чтобы благодать, которая в can вас, expand. могла проявить себя или умножиться. And I tell you, you will touch people Я when you говорю, walk like that. вы повлияете на других людей, People чтобы will жить be так. attracted to you Люди начнут притягиваться к вам. because there comes out grace and mercy. Потому что из вас будет проистекать благодать и милость. So I bless you. Я благословляю вас. Go in the grace of our Lord Jesus Christ. Идите в благодати нашего Господа Иисуса Step Христа. in deeper into the kingdom. Войдите в глубину Божьего Царства. Let the old things behind you. Оставьте старое позади. Be open for new things. Будьте открыты для нового. Speak with God. Говорите с Богом. You know, it is your right to be critical. У вас есть право проявить критическое отношение. But then you have to go to the Word Но тогда, в таком случае, вам нужно пойти в Слово and to study the Word и изучать Слово. and to have an interaction with the Holy Spirit. И иметь общение со Святым Духом. Because the Spirit will confess it. Потому It's true or что not. Дух Святой подтвердит, правда это или нет. He has given you a spirit of discernment. Он дал вам духа развлечения. New Testament, New Covenant is just great. Новый Завет, And the Bible новый tells us договор, это просто удивительно. we are ministers of the New Covenant. Библия называет нас служителями So Нового Завета. behave as a minister in the New А Covenant. потому ведите себя как служителя Нового Завета. Stop being legalistic Перестаньте быть законническими. and press people. Не надо давить на людей. Have mercy with them. Проявляйте милость к людям. We all need mercy and grace. Нам всем нужна милость и благодать. God bless you. Пусть Бог благословит вас. Amen. Аминь.